Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 30 декабря. Все готовимся встретить новый, хороший, счастливый год. У нас снег, везде все белое и красивое. Сейчас я вам покажу. Вот сколько снегу навалило. Я все перекопала. Был сильный ветер, буран. Снегу очень много навалило. Улетела моя елка. Мы забрали елку домой, потому что ребятишки часто подглядывают под елку. Уже начали. И раздетые бегают. Сейчас они наряжают. Здесь проехал трактор, и все хорошо. Почистили дорогу. Ездить можно. Елки остались под снегом. Так хорошо, красиво. Если снега много, то будет земля плодородная. Влаги будет много. Дров мы все убрали. Это около бани тоже. И здесь все. Вот здесь, где светлые дрова, они сырые, а темные сухие. Я буду топить перемешкой. Только не думайте, что у меня дома печка, которой можно топить. Нет. Многие в комментариях пишут, думают, что у меня дома печка. У меня дома, слава богу, газовое отопление. Это мальчики мои наклеили корову и Дедушку Мороза. И здесь они наклеили быка, снеговика. И здесь корова. Во всех окнах наклеили. Погода сегодня прекрасная. 12 градусов мороза. Все тихо, ветра нет. Поэтому кажется, что тепло. У детей начались каникулы. Они и так сидели на компьютере и на сотовом, а теперь их оторвать невозможно. Владик, привет. Всем привет. С наступающим. Молодец. Что ты там делаешь? Играешь опять? Давай. Долго не играй. Стой. Кирилл, привет. Всем привет. О, ты на сотовом, да? Да. С Новым годом. Вам, подписчики, тоже желаю счастья, здоровья, удачи в жизни, благополучия. Ой, молодец. Как ты закончил полугодие? Ну, хорошо. Молодец. Вот наша елка домой пришла. Там сидит овечка почему-то. Это игрушка Софьи, наверное. Они часто под елку заглядывают, что там Дедушка Мороз им принесет. Но, конечно, Кирилл понимает, что Дедушки Мороза не существует, что подарки покупаем мы. А Владислав, по-моему, верит пока. Думает, что и приносит под елку Дедушка Мороз. Когда я у Кирилла спрашиваю, что бы ты хотел, Дедушка Мороз подарил? А он мне говорит, а я знаю, что это вы
подарки покупаете, вы тратитесь. Мне в этом году ничего не надо говорить. Я даже не знаю, что ему купить. Младшему-то есть, а старшему не знаю. Вы, наверное, все тоже готовитесь, убираетесь. Мы с ребятишками сегодня убирались, везде помыли, пыль протерли. Начала я заготовки готовить. Продукты я закупила. Даже много не хочу готовить, потому что нас только трое. Мы троем только будем Новый год встречать. Да, конечно, придут дети поздравить. Все равно постоянно готовлю очень много и остается много еды. Но у нас, конечно, в деревне ничего не пропадет. Мясное кушают и собаки, и кошки, даже курицы. У нас мясное кушает, если что-то останется, и салаты там, и нарезки, и все, если испортится. Да и козы что-то могут покушать. Затоплю я завтра баню. Сегодня заготовки решила приготовить, чтобы на завтра было спокойно готовиться. Если дети не заснут, мы выйдем на елку после 12 часов. И постараюсь там снимать видео. А если ребятишки заснут, то я одна не выйду. Я их дома от них никогда не оставляю. За час ничего не случится, все равно как-то не привыкла так их оставить. Днем не боюсь, а ночью боюсь. Приготовлю пару салатиков. Может, кто-то придет. Завтра, наверное, наша мама придет, Марина тоже заглянет, наверное, к детишкам. Но она с нами встречать не будет. У нее есть молодой человек, есть друзья. Наверное, вместе будут встречать Новый год. Но к детишкам она заглянет, поздравит их. А как вы хотите стол накрыть? Напишите мне, пожалуйста, что хотите готовить на горячее, на второе, какие салаты. Из салатов для меня первое место занимает шуба, потом оливье. Мои любимые салаты. Что бы только не приготовили, я люблю такие салаты. В этом году я тоже хочу делать шубу. Еще есть у меня один салат. Готовится очень быстро. Нарезаем соломкой грудку копченую. Добавляем кукурузу консервированную. Добавляем морковщу. Заправляем майонезом. Попробуйте, очень вкусно. Ни соли, ничего не добавляем больше. Это так быстро, на скорые руки. Вот этот салат я тоже хочу делать. Если я сделаю, завтра я сниму, покажу вам. Если время будет, конечно. Да будет время. Я сейчас вам покажу, каких продуктов я купила. Купила я детишкам шампанское, они захотели. Это как лимонад. Купила себе шампанское. Новый год без шампанского не бывает, наверное, я думаю. Купила сыр. Купила икру натуральную красную. 75 грамм тут всего. Кстати, вот эта кукуруза, которая за 20 рублей, не стоит покупать. Горбушу, кукурузу, оливки. Вот этот горошек отличный. Я уже второй раз покупаю. Колбасу нарезку делать. Грудки копченые. Ананас купила детишкам. И много фруктов купила. Киви, яблоки красные, зеленые, гранаты, мандарины. Пусть кушают. Вытащила сейчас гуся. Большого гуся я купила. Не знаю сварить, не знаю в духовке пожарить. Вот вы мне напишите. Яички отварила. Отварила морковь, картошку. Сейчас варится свекла. Помните, когда я делала распаковку василька, я вам сказала, что у одной женщины, что умерла дочь, единственный ребенок, осталась внучка. Над внучкой она оформила опеку. У внучки ни матери, ни отца. Она круглая сирота. Я пошла в магазин, купила ананас, взяла один постельный набор, который прислал Василек. Поехала к ним и поздравила их с Новым годом. Вы знаете, как эта девочка обрадовалась, что пришла какая-то тетя
незнакомая, поздравила ее с Новым годом. Ей 12 лет. Она учится в 6 классе. Эта девочка так сильно радовалась. Вы знаете, как мне стало приятно. У меня даже глаза прослезились. Девочка открытая, красивая, темненькая, очень похожа на бабушку свою. Учится хорошо, активная. С рождения она жила с бабушкой, с мамой. В общежитии в одной комнате. Комната маленькая, чистенькая, уютненькая. Есть специальная парта для этой девочки. Есть телевизор, кровать, шифоньер, все есть. Но комната маленькая. Мне было их жалко. Дай Бог этой девочке здоровья, счастья в будущем, благополучия, чтоб ей в ее жизненном пути встречались только добрые, хорошие люди. До бабушки стараемся. Куда деваться? Эту бабушку зовут Роза. Она мне подарила конфеты. Я не хотела брать. У меня привычка такая — дарить всем, а не брать себе. Я с детства такая. Я смущаюсь. Но пришлось брать, обижаются. Спасибо им. Дай Бог им здоровья. Мне еще один подарок подарили. Никто не догадается. Мне подарили цветы. Розовые цветы, белые цветы, малиновые цветы. 3 в одном. Это мне подарила моя сноха Марина. С Новым годом! Мне было приятно. Спасибо ей. Желаю ей тоже здоровья, семейного благополучия, чтобы она выздоровела, чтобы она восстановилась и жила со своими детьми. Она знает, что я цветы люблю. Вот и подарила она мне цветы. Я ей тоже подарила один постельный набор. Пусть тоже пользуется. Мне не жалко. Вы, наверное, думаете, что у меня ивановскими товарами полон шифоньер. Нет. Я всем дарю. Люблю сама радоваться, радовать людей. Привычка дарить. У меня мама была такая. И мои дети щедрые тоже. Я не знаю, в кого они. Я-то в маму. Напишите мне, пожалуйста, какие вы салаты сделаете. Если получится, сегодняшний ролик я выпущу. Я смогу просчитать. У меня завтра целый день есть готовить салаты. Я хочу всего 2 салата делать. Много я не буду готовить. У нас всего 3. Кто придет даже, хватит еды. Решила я и пироги не печь. Детишкам дали и вафли, и печенье разные. Подарки школы дали. И сладости я много не купила. Что дали из школы, этого хватит. Они и так сладкое много кушают. Пусть кушают лучше фрукты. Мои любимые, поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. Желаю вам от чистого сердца самое главное — здоровья, благополучия, успехов, любви, уважения в семье и всего-всего самого-самого хорошего. Желаю в новом году, чтобы все были здоровыми, веселыми, счастливыми и любимыми. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.